самом центре Кавказа, в живописных горных ущельях по обеим сторонам главного Кавказского хребта и на прилегающих предгорных равнинах, живет народ, который с середины XVIII века известен как осетины. Два столетия назад романтическую Европу удивили первые рассказы об Осетии, небольшом островке индоевропейского мира, затерявшемся в теснинах Кавказа. Скоро выяснилось, что это последний осколок многочисленных племен, которые у Геродота, Страбона и Птолемея именуются скифами и сарматами. В средневековых хрониках Запада предки осетин упоминаются под именем аланы, а на Востоке их чаще называли асами, ясами, осами. Аланское царство сложилось в начале новой эры, а в XIII-XIV веках его разрушили кровопролитные войны с монголами и Тимуром. Отступив на горную окраину своей разоренной страны, выжившие аланы 300 лет с XV по XVII век жили замкнутыми общинами. Связи Алании с внешним миром были восстановлены лишь в середине XVIII века, когда, собравшись силами, конфедерация горных аланских обществ установила дипломатические отношения с Российской империей. К этому времени русские успели забыть древнее славянское слово «ясы» и, осваивая Кавказ, заимствовали грузинское название Алании «Осетий». Из русского языка слова «Осетия» и «осетины» попали в другие европейские языки. Сами же вновь нареченные осетины бережно сохранили древнее эпическое самоназвание своего народа, его подлинное имя, которое и сегодня звучит так же, как и 2000 лет назад. Аллон, Аланы. В первые века новой эры аланские земли простирались от волго-донских степей на севере до Центрального Кавказа на юге. На путях международной торговли, которые контролировала аланская аристократия, росли города, областные центры управления, ремесленного производства и хозяйственных связей. Вот остатки одного из них. Это Зильгинское городище в Осетии, ранний аланский город, построенный на 7 холмах, родина знаменитой тонкостенной керамики и самобытного ювелирного искусства. В III веке от границ Китая до степей Восточной Европы докатились первые волны кочевников-гуннов. Еще через столетие наступление гуннов превратилось в нашествие. Около 372 года мощная гунская орда переправилась через Волгу и вторглась в аланские пределы. Гунны завоевали северные аланские степи, а потом заключили мирный договор, и часть аланов присоединилась к победителям в их западном походе. В Северном Причерноморье союзные силы гуннов и аланов обрушились на германские племена готов и, вовлекая их в свое движение, в 376 году достигли дунайской границы Римской империи. Так начиналось великое переселение народов, исторический переворот,
резко изменивший размеренную жизнь Старого Света, многолюдное и драматическое завершение античности и варварское начало средневекового периода мировой истории. Образ аланского всадника — один из ярких символов той героической эпохи. Начав движение на границах Азии, аланы прошли всю Европу, достигли ее юго-западной окраины Пиренеев и завершили свой грандиозный поход на Средиземноморском побережье Северной Африки. Мы говорим об алано-сарматах или сармато-аланах, потому что разница не очевидна. С археологической точки зрения это абсолютно невозможно сказать, что сарматское и что аланское. Особенно в этом большом хаосе великого переселения народов. И особенно далеко в нашей Галлии. Римляне, кажется, считали алан и сарматов разными этносами, разными народами. Почти никакой римский автор не пишет о сарматских аланах или об аланских сарматах. Это разные понятия. Но археолог не видит уж такой разницы. На Дунае аланы соединились с ближайшей родней, сарматами, которые ушли на запад раньше, в конце II века. Это позволило им разорвать союз с гуннами и действовать самостоятельно. В Северной Италии и Галлии аланы договорились с Римом о статусе федератов, то есть военнообязанных союзников. Они получили значительные территории, на которых в V веке возникли государственные образования. Южное Аланское королевство в районе современной Тулузы и Северное Аланское королевство между реками Луарой и Сеной, со столицей в Орлеане. Главная варварская группа, которая была размещена римским авторитетом, римским правительством в V веке, это, конечно, аланы. Эти аланские группы были очень подвижные. Мы знаем, что в начале 440-х годов две важных группы алан были размещены в Галлии. Первая около города Валенс, это в юго-восточной Франции, на римской дороге в Италию. И другая, вероятно, большая группа на севере от реки Луар и на севере от города Орлеан, где маленькое аланское царство, можно сказать, просуществовало всего 10-15 лет. Орлеанский собор построен намного позже. С аланских времен сохранилась только часть кладки в основании крепостной стены. До 450 года в Орлеане правил грозный король Гоар. Ему наследовал Сангибан, который командовал аланами в знаменитой битве народов на Каталаунских полях 15 июня 451 года. В этом сражении Рим одержал победу над гуннами, во главе которых стоял сам Аттила. И решающую роль в этой битве сыграли аланы и аланская конница. Как писал готский историк Иордан, аланы стояли в центре армии лицом к лицу с гуннами. Другая аланская группировка, не пожелавшая договариваться с Римом, заключила союз с германскими племенами вандалов и свевов. Это произошло в дунайских землях римской провинции Паннонии, сейчас это земли Венгрии и Сербии. В 406 году начинается движение союзников на запад. Королем этих аланов был Респендиал, затем его власть унаследовал Аддак. Аланы и вандалы по зимнему льду перешли Рейн, прошли через всю Галлию и по перевальным дорогам перешли Пиренеи, намереваясь отвоевать у римлян Пиренейский полуостров. Через 16 веков
На заре третьего тысячелетия мы вновь проходим Пиренейскими дорогами, преодолеваем перевалы, которые так и обозначены на испанских картах. Аланский проход, Аланский гребень, Аланский перевал. Конечно, нам легче. Сегодня подобное путешествие занимает несколько часов. Аланская конница шла по бездорожью, поднималась в горы речными долинами, узкими тропами. Можно представить, каким впечатляющим было это зрелище, чтобы, воплотившись в географических названиях, навсегда остаться в памяти местного населения. Мы находимся недалеко от города Визеу, который был основан в начале новой эры римлянами, вероятно, императором Августом, который завоевал Пиренейский полуостров. Римляне построили целую сеть дорог, чтобы распространить свою власть и установить законы. Эта дорога хорошо сохранилась, хотя послужила не только римлянам. Одним из народов, пришедших сюда в V веке, были аланы. Они использовали римские дороги, чтобы завоевать этот регион. Вот она, перед нами. Мы идем по ней. Это дорога, по которой 1500 лет назад проходили аланы. На этой карте показан маршрут, которым аланы двигались с Кавказа, от Черного моря через Центральную Европу. Здесь показаны и другие народы. Все они перемещаются на запад и смешиваются с населением Галлии. Сейчас это территория Франции. А в 1409 году свевы, вандалы и аланы вошли на Пиренейский полуостров. Аланы оставались здесь несколько десятилетий, пока эти земли не были завоеваны вестготами. Так называемые варвары, которые в 409 году перешли Пиренеи, сначала совершили набеги на севере, а затем распространили свой контроль на весь полуостров. Аланы осели в основном в Лузитании. Теснее всего они общались с вандалами, которые расположились на юге. Потом аланы добрались до Гибралтара и осели на севере Африки. Лузитания была политическим и культурным центром аланов на Пиренейском полуострове. К 411 году аланы и вандалы захватили и разделили Пиренейский полуостров. Аланам достались территории Лузитании и Картахены, то есть Португалии и Южной Испании. Картахена — название древнего города и целой области, которую римляне отняли у карфагенян. Современная испанская Картахена сохраняет и обаяние античности, и смешанный мавританско-европейский дух Средневековья, и тысячелетнее значение морского военного транспортного узла.
Мы находимся в Картахене, городе, в котором сохранились исторические памятники римской эпохи. Следов аланского пребывания и аланской культуры в Испании осталось не очень много. Здесь мы можем увидеть, каким был город в то время, когда аланы пришли сюда. Картахена был центром обширной провинции. Мы находимся в Римском театре, который в аланское время, то есть именно тогда, когда этот народ пришел сюда, был преобразован в рынок. То, что вы сейчас видите, это сцена древнего театра. Она была разделена на отдельные лавки или магазины, из которых и состоял рынок. Очень важно сказать об этой находке, поскольку она свидетельствует о том, что Картахена не только не была разрушена аланами, но и переживала в то время расцвет торговли. Обратите внимание на любопытную вещь. Рынок использует для своего строительства детали театра. В стенах лавок можно видеть фрагменты колонн, а капители использованы в фундаменте. А это место называется Площадь Трех Королей. Вы видите римскую мостовую, которая построена во второй половине IV – начале V веков. Именно в то время аланы и пришли на эти земли. Это сохранившаяся часть большого римского сооружения. Так все это выглядело. Вот здесь был ряд колонн, который завершался аркой в той центральной зоне. Колоннада служила входом в торговые помещения. Обратите внимание на эту канавку в каменной плите пола. Она служила пазом для раздвижной двери располагавшегося здесь магазина. Снизу проходит система канализационных труб. Об аланах помнят и в Барселоне. На этой карте в историческом музее за ними все еще числится ненадолго завоеванная территория. Аланы и вандалы владели этими землями всего 20 лет. Закрепиться надолго и построить в Испании сильное государство им не удалось. Жестокие войны с римлянами и вестготами заставили молодого вандала аланского короля Гейзериха прекратить борьбу за Пиренейский полуостров. Теперь его планы были связаны с морем и Африкой, которая отделяет от Испании Гибралтарский пролив. Гибралтар и сегодня остается кратчайшим транзитным путем из Западной Европы в Северную Африку. Конечно, за 1500 лет многое изменилось. Сам город Гибралтар — это британская колония. Постоянный поток путешественников мало похож на карфагенских торговцев, легионеров римской Испании или аланских рыцарей, отряхивающих дорожную пыль с бронзовых шлемов. Но по-прежнему волны пролива отделяют старушку Европу от африканского берега. По-прежнему суровая жизнь или несбыточная мечта гонит людей в заморские края. Король Гейзерих приказал своим воинам захватить порты с римскими кораблями. В 429 году аланы и вандалы переправились через Гибралтарский пролив и на завоеванных территориях Римской и Северной Африки создали, наконец, свое вандало-аланское королевство. Между прочим, первое государство, добившееся признания на бывшей территории Римской империи. В 442 году сам Рим был вынужден признать независимость беспокойных соседей.
Впрочем, ни надежного мира, ни собственной безопасности римляне не добились. Флот Гейзериха господствовал на Средиземном море. А в 445 году вандалы и аланы высадились в устье реки Тибр и на 2 недели захватили столицу империи. За 15 веков многое изменилось. Рим, в который аланы вошли в V веке, пробивается зеленью из античных руин и плывет, как летучий голландец, сквозь бурлящее море современной итальянской столицы. Кажется, что время здесь замерло, возвращаясь к своему истоку, и капиталистская волчица вскормит близнецов-основателей, из Палатинского холма начнет расти могучий царский город, а потом на форуме зашумит победившая республика с ее сенатом, консулами и народными трибунами, и, наконец, триумфальная империя проложит дороги и акведуки, разошлет легионы, чтобы покорить полсвета, и поверит в собственные мечты. Пожалуй, Рим и сегодня остается столицей мира. Великая империя неизбежно превращается в аттракцион. Но не все ли равно, чем он привлекает людей, чтобы по-прежнему объединять народы? Единственная конная статуя, сохранившаяся с античных времен, изображает императора Марка Аврелия, знаменитого философа и воина, который в конце II века взял на римскую службу сарматов. 8000 сарматских всадников отправились в Британию, чтобы охранять Адрианов вал, по которому проходила граница между империей и варварами. Эти стены — остатки Адрианова вала. А вот здесь были сарматские казармы, бани и конюшни. В самой Италии сарматские военные поселения располагались, например, в Вероне и Турине, в городках Иврея и Сармату. Римская арена в Вероне — европейский центр театральных и музыкальных фестивалей. А храм святых апостолов построен в V веке, когда в императорской гвардии уже служили недавние гости с Востока — аланские рыцари. Сарматы, быть может, посещали этот театр в Турине и, конечно, скакали через крепостные ворота мимо статуй Юлия Цезаря и Октавиана Августа, первых римских императоров. Сарматские всадники, облаченные в чешуйчатые доспехи, почти 2000 лет сражаются на колонне императора Трояна. Она высится в центре Рима, напоминая о победах и славе правителя, удостоенного самой редкой награды — народной любви. На колонне изображены эпизоды 150 сражений и около 2500 воинов, римлян, их союзников, их побежденных противников. Церковь Святой Констанции построена в Риме в начале IV века, всего за несколько десятилетий до прихода аланов. Очень почитаемый и поныне этот храм-мавзолей сооружен императором-христианином Константином Великим в память дочери Констанции. Церковь в Португалии старше. Эти стены возведены во II веке. Сохранились остатки крестильни с купелью, которая считается одной из древнейших в христианском мире. Ко времени аланского господства таинство приобщения к Христовой вере совершалось уже беспрепятственно, но еще в III веке христиан преследовали и даже казнили.
португальская крепость Данья-Авелья была построена римлянами, чтобы противостоять наступлению варваров. Теперь она бережно восстановлена, и может показаться, что древние стены ожидают новой осады. Впрочем, 1,5 тысячелетия назад они не сумели остановить аланских дружин. В моих руках аланский меч, который был обнаружен несколько десятилетий назад в городе Бейжа, в древнем монастыре Санта-Клара, в гробнице. Такой меч очень сложно найти не только в Португалии. Как бы то ни было, нам повезло, и меч сохранился. Он очень хрупок. Мы знаем, что этот меч принадлежал Аланам. Вместе с этим прекрасным мечом были найдены несколько предметов ювелирного искусства. Золотые вещи, которые хранятся теперь в Национальном археологическом музее в Лиссабоне. Этот меч, которому отведена отдельная витрина, делает музей вестготской эпохи города Бейжа одним из самых важных исторических музеев Португалии. Аланский поиск военного поприща, престижной цели, достойного противника и славной смерти в бою. Эти черты народа, живущего на Кавказе и в Волго-Донских степях, были хорошо известны в древности. Но чем объяснить военное значение и политическое влияние аланов на Западе, вдали от родины, в не менее воинственном и, как правило, враждебном окружении? Понятно, что ответ не в численности или военной мощи. Ни сарматы, ни аланы не были так многочисленны, так безоговорочно непобедимы, чтобы подавить союзников или силой навязать свою волю соседям. Ответ не составляет никакой тайны. Он давно найден европейскими историками. Аланы покорили Запад своей блестящей военной культурой и выдающейся военной организацией. Их профессиональная кавалерия, закованная в панцири и действующая с сомкнутым строем, владела высшими достижениями в искусстве конного боя. Короли германских племен наперебой приглашали их к себе на службу. И германцы, традиционно пешие воины, учились у них верховой езде и конному бою. Впечатление, которое аланское военное искусство произвело на высокомерную римскую знать, было так велико, что император Грациан набрал из алан отряд гвардии, реформировал римскую кавалерию по аланскому образцу и сам носил аланскую одежду и вооружение. Что представлял собой позднеримская кавалерия? Это была тяжелая кавалерия, созданная как раз по образцу сарматской во II веке, при Адриане. Вот. Более того, при Марке Аврелии, после того, как он нанес поражение одному из сарматских племен, езидам, побежденные должны были выставить контингент из 8 тысяч всадников для службы империи. И из них 5,5 тысяч были размещены в Англии, о чем, значит, сохранились свидетельства и в археологии, поскольку там обнаружено надгробие и так далее. Вот. В общем, достаточно много. Но надо сказать, что уже где-то в IV веке сарматов сменяют их близкие родичи аланы. То есть уже упоминаний о сарматах нет, а зато есть упоминания об аланах, и среди кавалерийских подразделений империи перечисляются аланы в таком памятнике Notitiae Dignitatum, то есть список должностей. Упоминаются комитас алани, то есть начальники аланов, командиры аланов. И приводится, кстати, рисунок щита, который носили эти аланы. Такой щит, там желтый фон и такой красный, такой узор с маленькой белой полоской. То есть такие цвета, которые с тех пор стали традиционными.
Аланы стремились всегда оказаться востребованы на самым престижным образом. То есть они хотели оставить за собой самую престижную роль, и на протяжении тысячелетий, собственно, это выполнялось. Они шли в армию в виде отдельных отрядов или в качестве наемников. Они могли на Кавказе идти в византийскую и римскую, и персидскую армию, идти, возвращаться, получать свое жалование. Могли уходить на службу вообще вот так, как они уходили в Римскую империю, находясь в Италии. Они никогда не стремились стать императором, хотя могли бы, и предпочитали поставить своего ставленника, понимая, что очень ненадежно положение солдатского императора в Римской империи, когда их смещали слишком часто. Они всегда изучали язык, знали язык того народа, которому они служили, очевидно, сохраняя за собой свой, потому что сведения о том, что их язык сохранялся и в VI веке в Галлии у нас есть, следовательно, они не теряли свой язык. Безусловно, они не теряли свою вот корпоративную и этническую общность, потому что отряды могли состоять из родственников или единоплеменников, но, в общем, отряды, очевидно, не были смешанными. Они оставались аланскими, будь это на стене Адриана, будь это в римской армии в Галлии или Италии, будь это вот в таких вот военных гарнизонных пунктах. То есть они, сохраняя свое единство внутреннее, и как я это вижу себе, и таким образом они сохраняли и какие-то из своих традиций. Они включаются в культуру, передавая ей свою. Появляется аланская мода на одежду и фактически воинскую экипировку. Появляются аланские кони, появляются аланские собаки. И, собственно, мода на аланское, на все. По представлению древних, кавалерия – это всадники, неотделимые от своих коней. Сармато-аланские лошади были особой породы. Их тонкие профили запечатлел античный резчик на колонне Трояна. А конная статуя Марка Аврелия в центре Рима изображает не только императора, но и его сарматскую лошадь. На этих конях восточного типа, благородных, быстро-аллюрных, очень отличавшихся от всего того, что знала в это время Европа, были, конечно, не все сарматы и аланы. Это были их полководцы. Ну, вряд ли эти лошади были, их было больше, чем 1 к 10. Но зато это были лошади, которые были под седлом у императоров. Мы в императорских статуях в том же Британском музее мы видим ахалтыкинца. В римской кавалерии были лошади в 130-140 сантиметров холки. Это то, что сегодня называется пони. А эти лошади и у скифов в более раннее время, и у алан, а это один тип лошадей, они достигали 150-155 сантиметров холки. Что их еще отличало от всех других? Сохранились их описания в бретонских песнях, портретные изображения. Это на высоких, стройных ногах лошадь очень тонкая, с очень красивой линией и верха, и низа. Но главное, с высоко поставленной шеей, у нее вот под прямым углом поставленная головка. Ахалтыкинцев особенно от всех лошадей отличают очень красивого рисунка уши. И главное, вот эта позиция лошади, которая несет высоко свою голову, она
сохраняется не только на шагу или в каком-то таком церемониальном шаге вот во время какого-нибудь парада, но она сохраняется и в галопе. Поэтому ахалтыкинская, туркменская конница наших дней или же кавалерийский марш или атака Сармат и Алан, она должна была производить огромное впечатление. Аланские кони разделили военную славу своих хозяев. Куда менее известны аланские боевые собаки. В Испании их называют алану испаньол, то есть испанские алану. Эта порода разводится только в Европе, в Испании и в Италии. Мы нашли в Испании заводчиков, которые занимаются разведением собак аланской породы. Их большое собачье хозяйство расположено в местечке Рута. Адриано Гутьеррес и Антонио Агилера – признанные специалисты в своем деле. Во времена господства римлян сюда, на Пиренейский полуостров, пришел народ аланов. Это было в 409 году. Воины привели с собой своих боевых собак. Когда аланы в сопровождении своих собак появились на территории Испании, они застали здесь дикого быка, очень крупного зверя. И аланы использовали своих собак для охоты на дикого быка, для его подчинения человеку и, разумеется, для военных действий. Когда после неудачных войн с вестготами, пройдя через весь полуостров, аланы отправились в Северную Африку, они оставили здесь часть своих собак. Самые ранние из сохранившихся письменных данных о собаках аланской породы относятся к XI веку. Король Альфонсо Справедливый очень увлекался охотой и в своей книге об охоте на крупного зверя подробно описал основные характеристики породы. Какой должна быть голова аланской собаки, какими должны быть ее корпус, темперамент, укус. Он оставил известную фразу. Это изречение в переводе со староиспанского звучит примерно так. Аланская собака кусает не потому, что голодна, а потому что от природы наделена желанием захватить все, что движется. Это древняя боевая и охотничья порода. На ее основе были выведены другие охотничьи собаки, как европейские, так и американские. Например, аргентинский дог, боксер, питбуль, стаффордшир. На завоевание Америки испанцы отправились с аланскими собаками. Собаки получали деньги за каждого убитого врага. Были известны боевые собаки, которым платили больше, чем рядовым солдатам.
Многие века аланских собак использовали для работы с быками. В кориде, помимо тореадоров, традиционно участвовали собаки. Во время кориды на быка выпускали 4 собак. Когда первые 2 гибли, выпускали еще одну пару. Против кориды давно идет борьба. В конце концов, в 20 веке использование собак в кориде было запрещено, и аланская порода стала исчезать, ведь значительную часть этих собак выращивали именно для кориды. Уже в 20 веке, в 1915 году, была запрещена и загонная охота на крупного зверя. Потом в Испании разразилась гражданская война. Словом, аланская порода едва не исчезла окончательно. И только в 1975 году начались поиски. В настоящее время аланских собак около 700, не больше. Ветеринар и кинолог Карлос Контрерас нашел около 45 особей и на их основе вывел 10 родословных линий. В Испании ими занимается 1,5 десятка собаководов. 5 или 6 из них разводят только выставочных собак. Главная характеристика аланской собаки не красота ее, а трудолюбие. У каждого свой вкус. Что красиво для меня, кому-то может не нравиться. А полезность человеку – объективная характеристика для собаки. Аланские собаки всегда были очень полезны на охоте и в животноводстве. Это и спасло их от полного исчезновения. Аланская собака знает, как быстро поймать корову в горах. Она кусает за уши, не причиняя вреда, только для того, чтобы пастух мог подойти и связать животное. Аланские собаки предназначены для охоты на крупного зверя – кабана, оленя. Они бесстрашно бросаются в схватку с диким кабаном. Несмотря на то, что собака весит вчетверо меньше, она способна одолеть кабана, который стремится поразить ее своими клыками. Аланский пес обладает невероятным мужеством и благородством. Даже со вспоротым клыками животом, схватив зверя, он не выпускает его до самой смерти. Я искал и нашел в них лучшие качества, которыми должна обладать охотничья собака. Смелость, благородство, темперамент и страсть к охоте. Все это есть в аланской породе, потому что эти собаки имеют 2000-летнюю историю. Они обладают 2000-летним охотничьим инстинктом и никогда его не теряют. Это уравновешенная, спокойная и сильная собака. Это просто чудо, потому мы ею и занимаемся. На прощание Антонио и Андриано признались, что давно мечтают побывать в Алании и помочь возвращению аланских собак. А пока привет исторической родине. Но аланские всадники познакомили Запад не только с новым вооружением и боевыми приемами, привели лошадей и собак. Они принесли нечто более важное — нравственный кодекс рыцаря, идеологию военной знати. Причерноморские сарматы, попавшие на Запад в конце II века и догнавшие их в IV веке аланы, ввели моду на рыцарскую конницу, изменили устаревшие представления о воинском сословии и самом военном деле. В папских дворцах Авиньона, в замках и хижинах многоликой Европы уже не найти аланского следа. Куда более глубоким и долговременным оказалось аланское влияние на мировоззрение средневекового Запада, мифологическое осмысление мира, эпические сказания и аристократические воинские обычаи. Аланская основа обнаружена в легендах о короле Артуре и рыцарях круглого стола, ставших для европейской культуры воплощением рыцарского идеала. Образ Артура до сюжетных деталей близок к Нарту Батразу, которого осетины считают олицетворением главных рыцарских качеств — храбрости в бою, воздержанности в еде и питье, высоком уважении к женщине.
Монументальный аланский эпос о героях-нартах переведен на многие языки мира. Нарты — поэтический псевдоним самих создателей эпоса, которые в героических сказаниях запечатлели мифологию, общественные отношения и обычаи древней эпохи. Это было поразительной случайностью. В 1958 году я купил книгу Жоржа Дюмизиля «Миф и эпос», начал ее читать и увидел две фразы. О Батразе, героя которого я не знал, и о его тайне. Он может умереть только тогда, когда его меч будет брошен в волны Черного моря. Я написал Дюмизилю, спрашивая, где можно найти эти сказания. И он прислал их мне на русском языке. Я попросил товарища перевести их и обнаружил полную аналогию Артуру. В артуровском эпосе есть свой основополагающий миф. Это миф об Артуре, извлекающем меч из каменной плиты. Артур, как и Батраз, живет только через свой меч. Артур рождается как король Британии только в тот день, когда извлекает меч из камня. Его жизнь — это жизнь его меча. Меч дает ему жизнь. Точно так же, как Батраз, Артур — стальной герой, герой-меч, герой, отождествляемый со своим мечом. Просто в артуровском романе то, что когда-то было мифическим, стало символическим. Меч — это символ его жизни, а не жизнь в буквальном смысле, в то время как жизнь Батраза действительно связана с мечом. Еще более фантастическое совпадение тем смерти двух героев. В обоих случаях герой болен или ранен и просит бросить его меч в Черное море или в озеро. Он знает, что сможет умереть только тогда, когда меч его будет брошен в волны. Это необычайное сходство всего лишь вершина айсберга. А внизу, если покопаться, обнаруживается, что не только смерть Батраза и смерть Артура совпадают. Не только они двое, но и персонажи, окружающие их, и сами структуры рассказов совпадают. Один из древних скифских ритуалов связан с мечом, который, в знак поклонения богу войны, водружался на алтарь из груды дров. Аланы тоже соблюдали этот ритуал. Но, как пишет Амиан Марцелин, вонзали меч в землю. Из этого обычая и происходит фольклорный вариант меча в камне. А сарматы, покорившие скифов, по-прежнему культивировали вариант меча в дереве. Поэтому у германских народов сохранились оба варианта. Один они переняли у сарматов, а другой — у алан, которые пришли на Запад позже. В средневековые европейские легенды об Артуре попал вариант меча в камне, без дерева. Так появился образ молодого Артура, будущего короля, 12-летнего мальчика, вынимающего меч Эскалибур из наковальни, вмурованной в камень. Я думаю, что это связано с аланскими корнями. Здесь содержится намек на ковку собственного меча. Его вынимали из камня, из наковальни, вмурованной в камень. Из камня появляется руда, а наковальня играет роль кузнечного горна. Это символическая образность. Вынимается меч, и цель достигнута. Это священный ритуал, а мечу приписывалась магическая сила. И все это, я думаю, имеет вполне определенные аланские корни. Артур — идеальный правитель, король на все времена, но далеко не единственный король европейского фольклора.
и даже не единственный король, чей образ сохранил аланские черты. В цикле романов о короле Артуре имеется упоминание о одном короле Риенсе, который, значит, требует у окрестных королей, которых он побеждает, их бороды для того, чтобы оторочить свою мантию. Ну, понятно, что это такой приглаженный европейский вариант рассказа о том, как Сослан, значит, себе шьет шубу или бурку из скальпов из своих врагов. Вот. Или есть такой замечательный момент, на который тоже в этой связи еще не обращали, по-моему, внимания. В кельтском эпосе, опять же, в сказаниях о короле Артуре упоминается такой персонаж, который вот в средневековых французских романах называется по-старофранцузски «ли риш рoi pêcheur», то есть богатый король-рыбак. Почему король-рыбак, непонятно, и никак это не объясняется, и никаких параллелей в кельтской традиции этому нет. А в нардском эпосе есть вот этот известный персонаж Кафтешар Хуэндон Алдар, то есть вот глава рыб, князь пролива, которого вот Василий Иванович Абаев считал, что прототипом этого персонажа был боспорский царь. Случайно ли аланские мотивы легко привязываются к образу европейского короля? Аланские короли Самбида, Биаргор, Гоар, Сангибан, Респиндиал, Адак, полководцы Саул и Аспар, крупные политические и военные деятели своего времени, яркие характеры, порожденные героической эпохой великого переселения народов и раннего европейского средневековья. Участвуя в длительных войнах и решающих сражениях, бесконечных политических интригах и дипломатической борьбе, аланские предводители, например, король Гоар или полководец Аспар, вершили судьбы целых стран и народов. Встреча аланского короля Гоара с епископом Германом описана в житии святого Германа. По-французски его называют Сен-Жерменом. Епископ остановил аланское войско, взяв под узцы королевского скакуна, и грозный король аланов поразил христианскую Европу, сойдя с коня и вступив в беседу с праведником. В уважительной беседе короля со святым подвижником видит прообраз европейских традиций, рыцарственной религиозности и отправную точку королевского покровительства церкви английский историк и этнограф Говард Рид. Самого Гоара англичанин считает одним из возможных исторических прототипов короля Артура. Что касается имени короля Артура, то для него имеется довольно много объяснений. Ну, наиболее такое известное это от названия латинского рода gens Artoria, то есть Арториус. Вот из латинского Арториус могло произойти кельтское имя Артур. Или же его в соответствии с такой средневековой глоссой производит от кельтских слов арт и утр, то есть ужасный медведь. Медведь арт, утр ужасный. Вот, поскольку там на полях написано, что Артур значит Урсус хорибелис, ужасный медведь. Но вот, поверьте мне на слово, что все эти толкования, они наталкиваются на определенные фонетические противоречия. А вот Василий Иванович предложил сопоставлять это имя с осетинским именем Артхурон, то есть это название божества солнца и соответствующего такого пирога, который посвящает этому божеству. Ну, там первая часть арт, это и слово арт, огонь с ослаблением гласного,
Хур – солнце, и он – это такой суффикс как бы отчества. То есть огонь, сын солнца, вот в Авесте тоже называется огонь сыном Ахура Мазды. Вот. И вот если отбросить этот суффиксальный элемент, но суффикс, понятно, это элемент вторичный, то остается Артхур, вот, который очень хорошо объясняется из аланского, а не из кельтского. Ну вот, если бы это было единственным свидетельством, то, конечно, можно было бы говорить о случайном совпадении, тем более, что есть и другие объяснения. Но вот тут любопытно, как совпадают выводы разных ученых, интересующихся совершенно разными проблемами и, естественно, не знавших о существовании друг друга. Вот был такой великий английский историк Робин Коллингвуд, который, понятно, никакими аланами не занимался и ничего о них не писал, высказал такое предположение. Если бы вот в этот период, когда римская армия уже ушла с Британских островов, она ушла в самом начале V века, в 407 году, и ни у кельтов, ни у их противников, саксов, англов, германцев, которые в это время как раз вторгаются на остров, кавалерии не было. Так вот, если бы кто-то воссоздал тяжелую кавалерию по позднеримскому образцу, то он бы снискал себе славу непобедимого воина. Вот по мысли Коллингвуда именно это и сделал Артур, что и обеспечило ему славу и место в истории. Если связать воедино гипотезу Василия Ивановича Абаева о том, что имя Артур аланское, гипотезу Коллингвуда о том, что Артур создал вот такое вот кавалерийское подразделение по образцу позднеримской кавалерии, созданной по сармато-аланскому образу и подобию. Если вспомнить вот все эти связи между аланами и кельтами, которые отразились в мифологии, то можно говорить, что эта гипотеза гораздо более убедительная. Английское имя Алан и французское Ален тоже наследие совместной истории. К аланским предкам возводят свое происхождение некоторые аристократические династии и целые этнографические области. Только во Франции и Северной Италии сегодня известно около 300 городов и селений с аланскими названиями. Все они в словаре, в таком самом классическом словаре Доуза, пишется этимология obscure. Это значит, что этимология не ясна. То есть нету других предложений. А там вот в это количество топонимов добавляются еще слова, которые просто читаются с иранского языка. Иранский язык на территории Галлии был только один – язык алан. Другого иранского языка не было ни раньше, ни потом. Мне кажется, неразработанная нива – это изучение топонимики Британии с учетом иранского языка. Не только этнотопонимы типа Алания, Элейн, что-нибудь в этом духе, а вот слова корня иранского. Ну, так как в Пиренеях выделяются слово «асп», которое совершенно для всех топонимистов этимология obscure, а это конь на иранском языке. И, соответственно, вот эти Монт Дасп, Вале Дасп, Форца, вот Асп в Пиренеях, там, где как раз были пути Орды Респендиала, они отражают тоже присутствие безусловное. И искать нужно слова, которые можно будет понимать только из иранского языка. Par exemple, si on en croit
Abayev, le nom du houblon, qui est un des produits qui permet de fabriquer de la bière, porterait encore Есть un nom. мнение, что название хмеля, продукта, используемого для приготовления пива, было принесено аланами. Хорошо известно, какое место занимало осетинское пиво на пирах. Может быть и ронг, но уже в любом случае баганы. Технологии производства пива существовали и до прихода алан, но, возможно, они были улучшены. Это следует из того, что название пива в германских языках соответствует названию этого напитка в аланском нартовском эпосе – алутон. Пиво не оставляет археологических следов, но история слов показывает нам влияние, которое аланы оказали на Запад. Есть такое французское слово «лёба». Так называют поклажу, которую грузят на спину лошади или человека. Старая форма этого слова «лёбаст», что должно было означать «завязанный, привязанный», от осетинского глагола «баттый». Я предполагаю, что все объясняется сармато-аланской технологией погрузки снаряжения на спины лошадей. «Баст» по-алански и означает «привязанный». Аланские и сарматские имена можно найти по всей Европе. Мы видим целый ряд городов и местностей с аланскими названиями, особенно в Южной Франции и некоторых районах Испании, меньше в Италии. Такие названия, как Алансон, Аланвиль, Алан. К тому же у нас имеются археологические свидетельства, указывающие на аланские поселения в этих областях. Сохранился также договор между императором Гонорием и аланами, определяющий их право поселиться на этих землях. Ученый по имени Бернард Бахрах несколько лет назад составил карту всех аланских географических названий. Он автор книги, которая называется «История Алан на Западе». Список всех названий, связанных с аланами, довольно внушительный. Аланы — единственный негерманский народ эпохи Великого Переселения, который создал на Западе большое число поселений и несколько государственных образований. Сарматы тоже отложились, и очень интересно. На территории Галлии, на территории Италии это вот те сарматы, которые продвигались туда в IV веке, которые были вспомогательными войсками Рима. А аланы, это документировано превосходно источниками, появились после зимней рождественской ночи с 406 на 407 год, когда они перешли Рейн. Но это было настолько мощное передвижение по сравнению с предыдущими и настолько другого характера, что вот оно оставило, если сарматы оставили примерно полсотни топонимов, вот таких безусловных, Сармес, Сармуаз, Сарматикум, Сармараты в Италии, то этнонимы, этнотопонимы с именем Аланы, их уже около 300. Причем для меня, как не лингвиста, важно, что эти топонимы были приняты крупнейшими иронистами современности, и Василием Ивановичем Абаевым, и у нас в стране, и Ильей Гершевичем, с которым я виделась и во Владикавказе, который приезжал туда, и с которым я виделась в Кембридже. Собственно, вот эти бесчисленные Ален-Виль, Ален-Кур во Франции, топонимические, они именно потому до нас и сохранились, что устраивались вот эти становища военных аланских отрядов под стенами крепостей,
А зрелище было необычайно яркое и красивое. Вот это количество безусловных топонимов не имеют аналогии для других мест и для других территорий. Переселялись они, конечно, имея с собой чад и домочадцев, имея обоз, имея табуны, имея скот. Там даже, как и все вспомогательные войска, они получали земли, но как скотоводам, обладателям больших отар и табунов, им нужно было больше земли. Когда им дают какое-то определенное привычное количество земли, они просят в 2 раза больше. Это может быть только в связи с тем, что им нужна была земля не для земледелия. Кстати, они его делали руками колонов, которые они тоже получали вместе с землей. А вот стада они могли спокойно пасти сами. А земли им для этого было нужно больше. Город Ланмизан на французском юге. В центре кафе и магазинчики, уличный базар с шарманщиком. Вокруг на карте аланские названия. В V веке эти земли подчинялись аланским королям. Прежде всего, сверяем маршрут. Вот она, наконец, вожделенная цель долгого путешествия. Местечко с громким названием Алан. Изучаем придорожный план, чтобы не заблудиться в 3 улицах. И въезжаем в крошечный городок, затерявшийся среди полей и холмов с виноградниками. На центральной площади храм и мэрия. А еще, как по всей Европе, памятник землякам, погибшим в Первую мировую войну. В этом доме с выходящим на площадь фасадом когда-то родился наполеоновский генерал Кассания, а чуть позже Сюзан Дюко. Сюзан теперь на заслуженном отдыхе, а ее сыну Жаку Лаберу пришлось бросить огород, чтобы побеседовать с нами. Жак рассказывает о своем городке и даже ведет нас на экскурсию. По словам Жака, их предки живут здесь несколько веков, о названии своего городка давно уже никто не задумывается. О Баланах и Алании слышали, конечно, но ничего в точности рассказать не смогут. Зато приятно видеть гостей из далекой России. В самом деле, можно сказать, родственники нашлись. Фотография на память. Теперь будем помнить друг о друге. Еще один оттиск аланского следа. Городок Алань. Вот стена, оставшаяся от средневековых строений. Вот центральная площадь с лавочками и мастерскими. Встреченные на улице жители хорошо знают о Баланах, которые основали это поселение. Краткую историю, написанную учителем-краеведом, вам предложат прочитать в кафе. Здесь собираются местные обыватели, сюда заглядывают и заезжие путешественники. Лавор тоже начался с аланского поселения. Теперь это настоящий город. По российским меркам солидный райцентр.
центре города большой храм святого Алана. Этот католический святой жил в VIII веке, был епископом и прославился помощью беднякам. А это уже северная Франция, городок Сальмес. Описание его истории хранится в мэрии и начинается с объяснения названия Сальмес, которое происходит от имени сарматов. Постройки и здесь поздние, средневековые, графский замок и крестьянские усадьбы. Только сердце почему-то щемит. Слишком многое похоже на Осетию. Городок Сармата в Италии. На мемориальной доске, которая установлена у входа в мэрию, написано: «Местные жители происходят от народа сарматов». Священник Гверино Барбатини готовится к вечерней службе, но, кажется, не слишком удивлен нашими вопросами. Он охотно рассказывает, что название городка происходит от имени воинственного древнего народа. Gli abitanti di Sarmato deriverebbero dagli antichi abitanti della pianura sarmatica, che erano una popolazione i Sarma. «Я не очень верю, что мы происходим от сарматов», — говорит священник. «Думаю, это скорее легенда, и на самом деле мы потомки кельтов и римлян. Но на нашей мэрии установлена памятная доска с изображением сарматского воина и надписью, которая объясняет, что первыми здесь поселились сарматы». Мы задаем вопрос о форме фамилий, которые носят местные жители, и слышим ясный ответ. Не только для Сармато, для всей альпийской северной Италии характерны фамилии с окончанием на «ти». Это наши северные фамилии, таких нет на юге и в других местах. Это тоже Италия. Местечко Аланья. Храм, мэрия. Памятник погибшим в 2 мировых войнах. Завсегдатаи кафе не очень удивлены нашими вопросами. Una dice che proviene da Anagni. Anagni che è un paese che è giù nel Lazio. Sì. Gli Alani. Alani? Sì. Che stavano qua? Sì. Он и говорит, что, говорит, конечно, очень много версий, никто точно совсем не знает, но, скорее всего, это то, что здесь были Алани. Наш путь лежит в сторону Альп. Там, в горах, большое число аланских названий.
Уточняем маршрут. И вот мы в городке Иврея, у подножья итальянских Альп. Здесь тоже жили когда-то сарматы. Но замок и узкие улочки построены много позже. Едем в Аланские Альпы, к перевалу Сен-Бернар, где 15 веков назад стоял аланский гарнизон. Поэтому по обе стороны перевала, в Италии и Швейцарии, селения с аланскими названиями. Вот центр коммуны Аллейн. По-русски это называлось бы Аланской волостью или Аланским сельсоветом. В мэрии нам сняли со стены карту XVIII века. Вот сам Аллейн, примостившийся на склоне длинного хребта, который на карте именуется Аланскими горами. Традиционные крыши из сланца, которыми богаты Аланские горы, мелкий дождик, такой же, как дома в Осетии, туман, засевший на перевале Сен-Бернар, за которым Аланская Швейцария. Въезжаем в ущелье реки Пиаве. Этот симпатичный, почти игрушечный городок называется Алано. У охотничьего клуба вечерний нехаш. Нет ни одного лица, которое бы показалось чужим в Алании, во Владикавказе или Цхинвале, в Джаве или Чакале. Только эти аланы говорят по-итальянски. Об аланском названии своего городка, об аланских предках знают не все. Но вот этот юноша знает, он даже читал об этом. Ma se no, se va sulla seconda fontana anche, sul bar, c'è. In piazza. Buono, dobbiamo andare. Grazie. Arrivederci, grazie di no. Ciao. 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 Рабочий день окончен. И в зале мэрии заседание книголюбов, которые съехались из окрестных деревень. А на стене вполне осетинская карта. На ней показано, как аланези, то есть аланцы, выходцы из Алано, рассеялись по всему миру. Какая-то связь ушедших с оставшимися, безусловно, существовала. И безусловно, один язык позволял им быть коммуникабельными. И аланы, которые пошли на запад, шли через Дунай, где аланы уже несколько веков жили, служили на военной службе в Римской империи. И, собственно, у них уже сложились все отношения с теми, кто давал им работу, деньги и возможность существовать на границах Лимеса. Они могли, в общем, и оставаться там частично, но поскольку это был такой тоже вот так, в тот момент именно марш-бросок, они уходили, но в отличие от гуннов, они шли через ту территорию, с которой они должны были сохранять или иметь какие-то контакты. I think it's important, though, to realize that when the Alans came in to Western Europe, Думаю, необходимо сознавать, что когда аланы пришли в Западную Европу, это было на закате Римской империи. Аланы пришли в Галлию и Испанию прежде всего в качестве наемников. Но по мере того, как формировалось средневековое европейское общество, они превратились в землевладельческую аристократию. Они стали рыцарями,
конными рыцарями. Locations that have Alan names were И в probably местностях, имеющих аланские названия, были владения, которыми управляли аланы. an Alan inherited, a lord. Возможно, там были аланские князья или крупные феодалы аланского происхождения. Скорее всего, аланы никогда не составляли там большинства населения. Они пришли как правящий класс. И это привело к распространению аланских названий, особенно в английском и французском языках. Потому что само их имя было синонимом воина, бойца. Дать кому-нибудь имя Алан означало то же самое, что назвать его «воин-господин». Аланы были символом бесстрашных воинов, они были предводителями и господами. Роль, которую аланы сыграли в истории раннесредневекового Запада, могла бы выглядеть экзотическим дополнением к биографии кавказского народа. Могла. Если бы западный аланский поход оказался похож на другие известные нашествия или миграции. Если бы аланская судьба повторяла еще чью-нибудь биографию. Если бы не оказалось, что аланский феномен особый и единичный. Прежде всего, аланская традиция, все еще живая на Кавказе. Самый стойкий образец двухтысячелетней неразрывности культурных связей Запада и Востока. И одновременно аланы – самый ранний пример единства исторических судеб Западной Европы и России. Древний индоевропейский народ с кавказской родиной, наследники исторической традиции скифского мира, аланы сохранили до наших дней свою идентичность, родной язык и культуру. Едва ли не единственные из участников великого переселения народов. Причина проста. Аланы выжили не на Западе, а на собственной родине. Кавказ, эта вечная природная крепость, всегда оставался аланской метрополией. Аланы не искали новой родины. Может быть, 15 веков назад они уже знали, что родину не выбирают. Давно уже нет на свете народов, с которыми свела их судьба на римских дорогах Европы. Нет ни гуннов, ни готов, ни вандалов. Рассеялись лангобарды и алеманы, и даже преуспевшие франки подарили свое имя кельтской стране, говорящей на языке римлян. Но интерес к живому аланскому наследию постоянно растет. И это никак не связано ни с численностью современных алан-осетин, ни с политическим влиянием их родины. Японские ученые пишут об аланском происхождении богини солнца Аматерасу. Европейцы связывают с аланами древнегерманских богов асов. Англичанин Говард Рид ищет в истории аланских правителей, превратившихся в фольклорного короля Артура. А американец Скотт Литлтон объясняет аланскими мифами легенду о священном Граале. Великий итальянский режиссер Лукино Висконти, наследник княжеского рода и знаток аристократических обычаев, наверное, не подозревал, что 3 пирога, разрезаемые после обращения к Господу, важнейшая часть аланского ритуала. А это осетинская праздничная трапеза.
Она только начинается. Еще будут произнесены молитвы о счастливых дорогах, соединяющих народы, о мире, который не стоит делить по странам света, о будущем и о тех, кто завтра сядет за этот стол, устремляясь к новым великим целям, сохраняя благодарную память минувшего, укрепляя уверенность в историческом и культурном единстве человечества.